Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые подлежат к обсуждению в обществе. Открытость власти, прозрачность принятия решений, доступ к информации, свобода слова, свобода выражения мнений. Казалось бы, эти слова уже очень прочно вошли в нашу жизнь, однако заметим, что есть еще место тому, чтобы поговорить о них, обсуждать, для того, чтобы дать понять нашим гражданам, что контролировать действия власти в демократической стране могут только граждане. Поэтому очень важно нам всем хорошо разбираться в этих вопросах, знать свои права и требовать от власти принимать такие решения, которые могут улучшить жизнь общества. Сегодня мы будем говорить обо всех этих свободах и о прозрачности принятия решений, и о плюрализме мнений. Будем говорить, конечно же, о свободе слова. И общественное телевидение и радио будет в фокусе нашей сегодняшней дискуссии, и театральное искусство тоже. С молодым представителем гражданского общества будем говорить сегодня, поэтому не переключайтесь, гостя объявим чуть позже. Ну а сейчас, конечно, мы предлагаем вам ставить лайки, если наши дискуссии вам нравятся. Обязательно поделиться с друзьями, подписаться, безусловно, на наш канал. Вы помогаете своей подпиской и лайками сделать наши передачи доступны еще большему числу зрителей. Так единомышленников в Молдове будет больше, а значит, страна будет иметь шанс объединеннее смотреть на то, как развивать нашу Молдову. Оставайтесь с нами здесь. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши дискуссии, и сегодня в нашей студии, в студии проекта «Единомышленники», наш гость, директор Камрадского муниципального музыкально-драматического театра имени Савелия Кёся Денис Пынтя. Денис Пынтя, директор Камрадского музыкально-драматического театра имени Савелия Кёся. С 1999 по 2000 год артист балета в региональном ансамбле песни и танца «Кадынджа». С 2004 по 2006 годы актер Гагаузского национального театра. С 2007 года исполняющий обязанности директора, а с 2011 года директор и режиссер Камрадского музыкально-драматического театра имени Савелия Кёся. С 2010 года руководитель СРЛ «Карабас Групп». С 2014 по 2015 годы исполняющий обязанности директора Дома культуры муниципия Камрад. С 2010 по 2016 годы и с 2019 по октябрь 2024 года дважды был избран членом наблюдательного совета общественной компании ГРТ. Здравствуйте, Денис. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Мы думаем, что у нас сегодня получится очень интересный разговор, и предлагаем начать нашу дискуссию с театра, которым вы руководите, начиная с 2011 года, а вообще вы в театре с 2007. Скажите, Камрадский музыкально-драматический театр – это профессиональный театр? Да, это профессиональный театр. Мы начинали как филиал Гагаузского национального театра, потом уже Примария Камрада приняла решение совместно с муниципальным советом. Вот Екатерина Федоровна тоже стояла у истоков, и Анна Харлампина была у истоков, и Савелий Кёся, и Дмитрий Гюмишлю. Это наши все педагоги, мы учились у них в университете, и образовался муниципальный театр, и он уже находится на балансе непосредственно города Камрад. Но так получилось, что в Гагаузе, может быть, и в стране больше знают Чадыргунский театр. Почему Камрадский театр меньше на слуху? Да, ну, смотрите. И на виду, возможно. Да. Сегодня, получается, у нас есть Гагаузский национальный театр и есть муниципальный театр. Это два разных уровня. Национальный и муниципальный. Просто даже по самому... профессионально работает? Да, профессионально. Но сегодня есть там театр оперы и балета там, Республики Молдова, есть какой-то театр чуть поменьше рангом. Но сегодня у нас чуть меньше и ставок, и условий чуть меньше, чем у Гагаузского национального театра. Поэтому мы тоже так же выступаем. Сейчас в последнее время мы стали больше делать просто детские сказки и выступать больше там по садикам, школам, вот для небольшого количества
детей делать. Гагаузский национальный театр, он работает чуть-чуть по другой стратегии. Он делает спектакли, выступает в Чедрулунге, там есть возможность выезжать, у них есть автобус, возможность выезжать по другим населенным пунктам. У нас тоже в силу своих возможностей мы выступаем и в Авдарме были, и в Копчаке сейчас недавно были, и в Казакли, но больше мы работаем с детскими сказками. То есть получается, что вы больше детский театр? Ну, сейчас в последнее время, потому что у нас и не так много актеров осталось, соответственно, и не приходят в эту профессию, в университет не выпускают эти специальности. А как решается кадровый вопрос, если мы говорим о том, что оба театра профессиональные, следовательно, набор в театральную труппу нужны профессионалы, артисты? Ну, у нас в обеих труппах театра есть профессионалы, но не все, далеко не все. Ну, от того, что там есть ребята, которые работают уже по 10-15 лет, они уже прошли обучение, можно сказать, там, в театре. Они стали большими профессионалами, чем да, наверное, люди, которые получили диплом, но не работают много лет. Но сегодня, получается, просто нету нового пополнения профессионалами. А есть в этом необходимость? Я думаю, что есть. Просто получилась такая ситуация, что я заканчивал в 2004 году, это наш последний выпуск был. В Камрадском госуниверситете? Да, в Камрадском госуниверситете. А два театра вот так начали уже хорошо работать. Как раз вот и открылся и муниципальный театр в 2007 году, и национальный театр стал тоже больше работать, условия появились лучше. Это было после 2004 года. Мы выпускали группы, когда не было театров, а потом, когда появились театры, выпуски прекратились. Почему? С 1997 года работает Гагаузский национальный театр. Да, они работали, но мы знаем, в каких условиях работали. Не было там, все хорошо. Потом уже... А так ты имеешь в виду, что не было условий для развития театра? Но театры-то были, потому что театр филиал появился в 2004 году, предположим, в Камрате. Да. В 2007 уже образовался муниципальный театр. Но в 2004 последний выпуск был, у нас заканчивало 3 человека. Екатерина Федоровна, вам-то не знать. Я-то это знаю, и сегодня я думаю, что университет должен делать акцент на вот такие специальности. А есть интерес у молодежи к этим специальностям? Я думаю, что есть. Нужно убеждать, рассказывать, показывать. И сегодня зарплаты уже стали более-менее достойны. Не как было там... У артистов? Да, у артистов. В 2018 году они были еще очень низкими. Вот после 2018 года, когда было там уже серьезное повышение, тогда стали уже... Единая система оплаты труда была принята, и тогда по Молдове. Да, по Молдове. И у творческих специальностей или кадров существенно поднялась зарплата. Прямо существенно. И туда можно идти, там можно зарабатывать, и есть работа, а не так, что получается мы все идем там на юристов, экономистов, и потом все говорим, что нет работы. Сегодня нам нужны, я думаю, мы живем в Гагаузе, мы должны продвигать гагаузскую культуру, правильно? Для этого же создавалась автономия. Но сегодня мы не выпускаем ни актеров, ни режиссеров, ни хореографов, правильно? Чтобы это все можно было продвигать. Я думаю, что мы должны быть направлены на вот эти специальности. Ну, говорят, спрос рождает предложение. Так вот, от кого вы требуете, чтобы Камрадский госуниверситет, театры, сотрудничаете, идут наборы? Не, мы попытались... Есть возможность, нужны ли эти кадры? Вот театру они нужны? Если они нужны, значит, есть смысл воспитывать. Нет, я думаю, это как можно набирать небольшое количество, но для этого, я думаю, что должна быть выработана единая стратегия вообще развития гагаузской культуры. Кем она должна быть выработана? Властью, исполкомом, народным собранием, там, с привлечением... Но есть отраслевое управление. Как минимум, да? Да, ну, я имею в виду, что должны собраться и сказать, мы хотим развивать у нас, давайте выработаем единую стратегию, пригласить там специалистов не в области даже театра, не только в области театра, а в области... Но мы сейчас говорим о театре, к которому причастен и ты в том числе. Да, но я говорю, что стратегия должна быть направлена вообще общая на культуру, на развитие гагаузской культуры. И у нас есть наш университет. То есть ты говоришь о том, что нет и такой стратегии? Да. Ну, я не в этом слышал. году исполняется 30 лет, да? Да. Может, она где-то есть, но я не слышал, и я не слышал, чтобы она реализовывалась. Если она это есть. хороший момент. Если она есть, конечно. Есть смысл поинтересоваться. Да, 30 лет автономии, если мы имеем стратегию развития культурного развития автономии. То есть это немножечко... Да, у нас есть, смотрите, у нас есть колледж, огромный. правильно? У нас в Камрате есть колледж, там тоже можно выпускать. Я понимаю, что у нас возникал вопрос, проблема
что пытались набрать в университете группу, и дети, которые закончили... Ну, не один год университет старался набирать несколько лет, но дети, которые закончили бакалавр, их намного тяжелее вот затянуть в эту специальность, потому что бакалавр у нас очень сложно сдается. Я столько учился ради вот... чтобы пойти на актера, на режиссера, это же не очень престижно, и в этом тоже проблема. Мы не стараемся поднимать престиж этой специальности. Но сегодня есть колледж, где после 9 класса, посмотрите, у нас в колледж стоит очередь поступать, и там можно сделать эти специальности. Денис, инициативы могут быть либо у власти, которая полноправно может работать и понимать, в чем основные не недостатки, я хотела сказать, потребности, да? В том числе отрасли театральной, либо инициатива может быть снизу, от таких людей, которые возглавляют театр, которые работают в театрах. Вот и инициатива от вас шла, шла, как конечно. минимум к управлению культуры, я не знаю, куда выше, шла, конечно, чтобы в колледже воспитывать актеров. Шла, конечно, регулярно, в принципе, идет, и у нас... Но набора нет. Да. Ну, как набора, предположим, в университете пробовали, не получалось. В колледже он относится к Кишиневу, что-то там, короче, как-то должны, так и но мне кажется, пытались. Что пробовали до 2018 года, когда вот зарплаты в этой сфере были очень низкими. После 2018 года университет даже и не пробовал запустить такие вот специальности. Может быть, стоит попробовать сейчас? Я думаю, что да, можно попробовать, но смотрите, легче же после 9 класса привлечь ребенка в колледж. Правильно? Потом ребенок закончил колледж, он закончил на эту специальность. Правильно, там, на актера или режиссера. Дальше открывается группа в университете. Он хочет получить высшее образование, он идет дальше по этой сфере. Денис, этот набор действий возможен, на мой взгляд, лишь тогда, когда, ты сам говоришь, надо имидж театров, имидж театральных профессий как-то там растиражировать, поднять, чтобы выпускники 9 классов, если это в колледже дальше было бы обучение актерскому мастерству или режиссуре, либо выпускники лицеев должны были бы принять решение пойти на театральное дело. Да? Для этого надо, чтобы имидж этой профессии был... Что для этого делают сегодня театры, как минимум ваш театр? Или... Поэтому мы привлекаем людей со стороны, мы выступаем, мы, в принципе, всегда рассказываем, что такое театр. Но я говорю, сегодня, понимаете, мы... Вопрос Лены Федоровны, перебью, был в том, что не очень-то слышно музыкального драматического театра имени Савелия Кюся. Нет, я же сказал, что сегодня мы выступаем больше с детскими. Потому что у нас нет актерского большого ресурса. А взрослые спектакли? Очень редко мы делаем. Но я говорю, нет большого актерского ресурса, чтобы мы могли сделать. Потому что сегодня любой хороший спектакль мы делаем там на 3 человека, на 4 человека. Но хочется сделать чуть больше. Ну, то есть правильно получается сейчас, что театр не совсем оправдывает свой статус? Потому что спектаклей для взрослых у театра сегодня нет. Правильно? Нет, у нас есть в репертуаре, мы показываем, но не так часто. Больше акцент сегодня идет на детские спектакли. Хорошо, а как оправдывают театры и вообще, мы сейчас говорим вообще о театральном искусстве, в том числе о театре, который ты возглавляешь, как оправдывают театры предназначение быть и служить гагаузскому зрителю, гагаузскому жителю и работать на гагаузском языке в том числе, потому что и в законе прописано, что обязаны театры ставить спектакли и на гагаузском языке. Да, мы ставим, у нас есть, там, в принципе, я скажу даже за 2 театра, у нас есть спектакли и на гагаузском, и на русском, понимаете? Но здесь... А в процентном отношении как? Практически 50 на 50. Просто проблема, знаете, в чем? Мы хотим поднять статус театра, чтобы о нем больше узнали. Я сейчас буду даже говорить больше за себя, но я думаю, что в Чедровском театре практически то же самое. Мы хотим, чтобы больше о нас узнали, правильно, о театре? Ну, да. Но в то же время мы живем в Гагаузии, и мы должны ставить, и хотим ставить обязаны ставить на гагаузском языке. Безусловно. Но в то же время мы хотим привлечь людей больше в театральное искусство, чтобы они узнали больше о нем. Но получается так, что когда спектакль на гагаузском, идут меньше людей, чем спектакль, когда на русском. Понимаете? Это так? Это так. Ну, я сразу это где, в городах так или в селах так, если вы делаете выездные спектакли? Ну, если как бы в городах, то больше люди наши больше смотрят на русском, им больше интереснее на русском спектакль. И приходят, я сейчас говорю больше за себя.
Но думаю, что в Чедрлунском национальном театре приблизительно та же ситуация. На русском. То есть востребованность больше посмотреть спектакли на русском языке. Но, возможно, это и потому, что практики, когда театры разъезжают, показывают спектакли на гагаузском языке, этой практики было мало. В 2018 году Народное собрание Гагаузии приняло закон о расширении сферы применения гагаузского языка. И вот в этом законе целая статья была посвящена именно театрам. И главный акцент делался на то, чтобы театры приучали нашего зрителя, гагаузского зрителя, смотреть спектакли на гагаузском языке. И задача достигнута? Да, достигнута ли эта задача? Ну, я не думаю. Просто получается... Под это определенные деньги выделяются, да. Должны выделяться. Единственное, что там было, мы показывали там, показывали бесплатно. Правильно? Ну, да. Под это выделялось деньги, чтобы мы приезжали бесплатно. Ну, законом было прописано, что бесплатные показы для детей и для взрослых в каждом населенном пункте спектаклей на гагаузском языке. Да. Для детей и взрослых. Это как раз было сделано для того, чтобы приобщить людей к театральному искусству. Но вопрос сейчас не платно или не платно. Сегодня интересно человеку пойти или неинтересно пойти смотреть? Так ты говоришь о том, что неинтересно на гагаузском, интереснее им на русском. Да, то есть отдают предпочтение. И смысл ему пойти и на русскому тоже у нас там недорогие эти билеты, там 10, 20, 30 лей, 40, 50 лей стоит театр. И бесплатный гагаузский. Этот закон хороший, он нужен, но его нужно, я думаю, пересмотреть. Либо я думаю, что нужно было, может, сделать под конкретно госзаказ. Не написали закон, и мы раздаем, вы должны там показать. А конкретно сказать, у нас сегодня нам нужен взрослый спектакль. Определить какие-то рамки, какие-то серьезные проблемы подняты. И сегодня есть там 2 театра, в принципе, могут какие-то отдельные труппы собраться, просто профессионалы. И они приходят. Денис, мы сейчас говорим о том, что 2 театра, которые получают надежное финансирование из бюджета Гагаузии, насколько они... Нет, наш театр не получает. Мы чуть-чуть получали, а потом... Подождите, вы говорите сейчас о том, что вы бюджетное финансирование получаете, из бюджета города финансируетесь, но бюджетное финансирование, о котором мы говорим через закон о расширении сферы применения гагаузского языка, вы не получаете. Мы получали, пару месяцев получали, а потом... В принципе, пару раз мы как бы там не дотянули до каких-то критериев, потому что здесь, получается, закон есть, но сегодня у нас, давайте возьмем так, у нас в штате 7 единиц театра Камрадского. Всего 7 единиц? Всего 7 единиц. Актеров сколько? Актеров 5. Достаточно ли, чтобы поставить полноценный спектакль? Ну, я даже не знаю, сейчас мы профессиональный театр с 5 актерами. Да, хорошо. Подождите, дальше я доскажу. Чедрлунский театр, национальный театр имеет там 20 с чем-то, я не знаю точно штатное расписание. И сегодня мы приходим, ложим один отчет, ложим второй отчет. Соответственно, тот театр сделал больше. У них материально-техническая база больше, у них людей больше, у них возможностей больше. Мы делаем меньше. Соответственно, мы не дотягиваем. Либо нас не нужно сравнивать одинаково и ставить какие-то критерии чуть-чуть разные. Либо как-то что-то по-другому. Ну давайте теперь вы принимали, вы были авторами и инициаторами этого закона. Да? Да. Давайте я вам задам вопрос. Стали люди больше разговаривать на гагаузском языке? Вот этот закон уже действует сколько? 6 лет, да? Вы знаете, Денис, я задала вам вопрос, почему. Вы получаете ли то финансирование? То есть, на наш взгляд, я уверена, что Ксенофедный его этот взгляд разделяет. Если бы закон действительно полноценно работал, то людей, которые говорят и принимают то, что гагаузский язык должен жить, стало бы больше. Но вот я хотела узнать, работает ли он у вас? Вы говорите, что нет. По каким-то обращаетесь ли вы в исполком? Почему закон не работает? Мы имеем закон, мы должны... Закон работает. То есть вы не претендуете получать те деньги, которые предусмотрены законом? Мы пару раз не дотягивали, и после этого мы просто ушли от этой практики. Зачем, если я понимаю изначально, что мы не дотягиваем? Смотрите, а когда мы говорим о законе, это детали, но это все же важно, потому что речь идет о популяризации театрального искусства через этот закон, и б, о постановке спектаклей на гагаузском языке для того, чтобы и дети, и взрослые видели бесплатно спектакли от 2 театров. То есть это не по выбору, мы участвуем, мы хотим, мы не хотим.
Но мы не дотягиваем до критериев. У нас нет автобуса даже. Вот мы как-то покупали по закону автобус. Там в законе, если нам покажет наш режиссер этот закон. Нам не дошел до театра, автобус не дошел. Был приобретен в рамках бюджета два автобуса. Один для Чедерлунского театра, один для Камрадского. Это у нас не 2019 числится на год. балансе автобус. Надо поискать, где автобус. Да, это уже не ко мне вопрос. Я имею в виду, вот вы сами ответили на вопрос, что закон принят, закон хороший. Но как будто эффекта не очень. Значит, да, нужно, я думаю, пересмотреть этот закон. Не закон пересмотреть, а его внедрять, чтобы он действовал. Вот мне кажется. Но вопрос, который задал Денис, а стали ли говорить больше на гагаузском языке в Гагаузии после внедрения этого закона? Приблизительно такой вопрос ты задал? Да. Да. Вот это название закона, расширение сферы применения гагаузского языка, как раз было направлено на то, чтобы театр, популяризируя театральное искусство, больше контактирует со зрителями, с детьми, взрослыми на гагаузском языке, и тогда литературную гагаузскую речь слышат еще больше людей в селах. И не только вникают в театральное искусство, но еще и язык слышат, театральный язык со сцены. Политики, которые должны были в рамках этого закона тоже все свои заседания и собрания, и еще выступления публичные делать на гагаузском языке. Теперь управление образования, которое должно было тоже с учителями разговаривать и проводить свои заседания, в том числе на гагаузском языке. И если бы этот закон со всех сфер был бы правильно реализован, внедрен, то тогда, но не было цели, не могло быть цели в этом законе через театральное искусство и постановку театральных спектаклей повысить уровень знания на гагаузском языке. Вот смотрите, это не правильно, я, сугубо мое личное мнение, мы принимаем, в принципе, в Республике Молдова всегда, как бы я имею юридическое образование, нам всегда говорят, у нас очень хорошие законы. Но наша проблема в том, что вот депутаты приняли закон, как будто хороший, а как он исполняется, как он делается, что там происходит с ним дальше. Немногие депутаты следят. Как бы они подняли, сделали себе галочку. Вот даже мы участвовали, чуть-чуть участвовали в этой программе. Сегодня мы приезжаем в какой-то населенный пункт, предположим, в Овдармо. Пришло там 50 людей. Все посмотрели, все довольны, всем интересно. В другой приехали населенный пункт, там 150 человек. А в третий населенный пункт, там 5 человек. И что? Понимаете? Но я имею в виду, что этот закон надо рассматривать не в рамках только вот конкретно, а театр там участвует, а театр что? Потому что сегодня, когда мы приезжали в какой-то населенный пункт, нас встречал там депутат Народного собрания, пришел примар тоже, они потянули своих людей, там знакомых, рассказали. Правильно? И собрался полный зал. А в другой населенный пункт мы приехали. О какой проблеме ты сейчас говоришь? Я же говорю, что нужно все решать в комплексе. Вот как вы говорите, так в законе заложено все в комплексе. Депутаты должны, когда едет театр, депутаты должны сказать, друзья мои, к нам едет театр, давайте соберемся все. Примар тоже говорит, собираемся все. Опять же, говорят на гагаузском языке. Я знаю просто, я занимаюсь организацией праздников, там, храмов, сел. Я знаю люди, которые голосовали за этот закон и выступали там за двумя руками на празднике. Вот он только приняли закон, мы идем на какое-то мероприятие, и там Заман Хаирусун, дорогие односельчане, мы сегодня празднуем. Все, на этом наш гагаузский закон, гагаузский язык заканчивается. Это Заман Хаирусун, депутаты, как вы говорите, Народное собрание должно разговаривать на гагаузском языке. Это да, в правильно? законе прописано. Что у нас начинается? Каждый депутат Заман Хаирусун, Сайгалы Дослар. И все. Хочу сказать на русском. Все, вот наш закон и наш гагаузский язык заканчивается на Заман Хаирусун. Я хочу только сделать уточнение. Не имею чем возражать. Контраргументов нет. Да, это основная часть. Там есть какие-то там... Денис, но я хочу сказать, что не закон обязывает политиков говорить, не только закон, а это депутат, который стал депутатом, который избранное лицо. То есть создание гагаузской автономии и жизнь гагаузской автономии. И главная задача обязывает всех и каждого, кто живет в автономии, осознавать и понимать, что атрибутом главным является все-таки, главным атрибутом гагаузской автономии является язык. Будет язык, будет он использоваться, будет развиваться, будет и гагаузская автономия.
Если посмотреть и не закон вспомнить, как у нас в Гагаузии появились театры, наверное, имя Дениса Танасоглу — это имя, которое связано с появлением театров и вообще гагаузских актеров и режиссеров у нас в автономии. Мне кажется, что главную идею, которую он закладывал в то, что в Гагаузии будут театры, это театры, которые со сцены будут популяризировать гагаузский язык. Ну, наверное, в этом направлении, это самое главное направление, в котором должны двигаться. Как ты внутренне оцениваешь? Достигнута вот эта цель? Действительно, тогда не было и театров, тогда не было и этого закона о расширении сферы применения гагаузского языка, но было живо желание продвигать, популяризировать на гагаузском языке театральный, и поэтому обучались и актеры, и режиссеры. Да? Вот, да, смотрите, когда образовалась гагаузская автономия, у нас не было денег, не было материально-технической базы, не было театров, не было законов, за которые нам платил за то, чтобы мы разговаривали там на родном языке. И мы разговаривали все больше на гагаузском языке, чем спустя 30 лет у нас появились театры, у нас появились там коллективы. Что исчезло тогда? Что случилось? Чувство гордости, что мы гагаузы, и мы должны разговаривать. И если вы помните, вы приглашали меня на слушание по этому закону. Да. И я тогда сказал, я не понимаю, почему мы должны платить людям за то, что мы разговариваем, должны разговаривать. Денис, ты тогда ошибался, и сейчас ошибаешься. Закон не платит за то, что говорим на гагаузском языке. Это грубая ошибка формулировки. Да. Закон был написан для того, чтобы популяризировать театральное искусство через гагаузский язык, через театральное искусство. Гагаузский язык среди гагаузов. Ну да. Потому что ситуация до этого дошла, что гагаузский язык утончается его применение. Это было сделано, вернее, произошло задолго до того, как образовалась автономия, то есть не за один же день, мы перестали говорить на гагаузском языке, но в нашем законе... Главное, что мы сейчас говорим, извините, Елена Федоровна, мы говорим с не гагаузом, который руководит не гагауз. Почему Денис не говорит на гагаузском языке за все эти годы жизни, проживая в Гагаузе? Есть такой... Смотрите, я знаю чуть-чуть гагаузский. Нет, я знаю чуть-чуть гагаузский. Я знаю чуть гагаузский, я много понимаю, я ставлю спектакль на гагаузском языке. Как режиссер. Как режиссер. Я это все делаю. И сегодня может это будет громко звучать, но сегодня я, наверное, в какой-то степени больше гагауз, чем некоторые здесь живущие гагаузы. А почему ты так считаешь? Ну, потому что я прихожу как минимум и говорю об этом. Я сегодня, как вы говорите, я не гагауз. И я не говорю, не надо разговаривать на гагаузском. Я всегда говорю, мы должны учить гагаузский, мы должны изучать румынский язык, мы живем в Гагаузии, мы живем в Молдове. Посыл. Правильно? Да. А другие говорят, нет, мы должны разговаривать, гагаузский не нужен, давайте разговаривать на русском. Вот мы с Еленой Федоровной разговаривали, у нас там логической цепочки нет. Мы в Гагаузии и просим от молдаван, чтобы они разговаривали с нами на русском языке. Мы, гагаузы, в Гагаузии, живущие в Республике Молдова, требуем от молдаван, чтобы они с нами разговаривали на русском. А что здесь не так? Гагаузы в Гагаузии, живущие в Республике Молдова, в Молдове, разговаривать с нами на русском языке. Но мы хотя бы должны сказать, вы приезжаете к нам в автономию и разговариваете с нами на гагаузском языке. А мы не знаем даже свой язык. И сегодня я говорю свой, потому что я житель Гагаузии, я живу здесь. Я тоже в какой-то степени гагауз. По национальности я не гагауз, но в душе я тоже гагауз, так же, как мы все здесь с вами. А у тебя есть ответ, Денис, нельзя не согласиться с таким размышлением, но у тебя есть ответ, как можно убедить людей думать так же и понимать то же самое, что в гагаузской автономии гагаузский язык — это что-то очень естественное, которое должно жить и культивироваться и развиваться больше всего. Но и румынский язык, государственный язык, молдавский язык, как угодно, кто как его сейчас называет, это язык страны, который тоже мы должны знать. Как ты убедишь людей? Ты знаешь наших избирателей. Опять же, да, здесь опять же, я не знаю, мы с вами имели небольшой разговор, я говорю, мы должны все сесть за стол, собраться там, депутаты, исполком, не знаю, общественники, и должны сделать, наверное, какую-то перезагрузку и объяснить, и сказать, здесь у нас не так, здесь мы идем не по тому направлению.
Здесь у нас в первую очередь, у нас нет патриотизма. У нас в 90-е годы, там, начало 2000 у нас больше было патриотизма. И я ехал, у меня есть родственники в Кишиневе, ну, мы не отсюда. Я ехал в Кишинев, и я говорил, да, я гагауз, я с Гагаузии. Я говорил. Понимаете? Сейчас я не говорю так. И я думаю, что многие так. Раньше мы ехали и с гордостью говорили, что мы с Гагаузии. Потому что, наверное, для чего создавалась Гагаузия? Вот это все как-то куда-то нивелировано, вы считаете? Растерялось, и оно уже преследует, эта Гагаузия, какие-то другие цели. Но только не истинно прописанные в да, законе, как минимум. Понимаешь? Денис, очень интересная мысль. Ты говоришь, надо собраться и сделать какую-то перезагрузку, собраться общественникам, политикам. Как это возможно вообще? Ты видишь, какая степень, я не хочу называть слово агрессии, но и агрессия в том числе присутствует, мне кажется. Такая разнополярность, особенно после последних выборов, как мне кажется. Как усадить и насколько это востребовано вообще, чтобы вот эта мысль, которую ты озвучиваешь, сесть за стол и подумать, сделать какую-то перезагрузку, способны ли политики, гражданское общество, кто это гражданское общество, где эти активисты? Собраны, они не собраны, или это вот такие отдельные личности, как ты, которые там свои мысли в публичном пространстве выкладываешь в Фейсбуке? Понимаете, как это возможно собраться? У нас, наверное, одна из самых наших больших проблем в Гагаузии, то, что мы виним всех. Вот у нас молдаване что-то нам не дают, там, не знаю, правительство плохое, там, депутаты, там, что-то кто-то у нас забирает полномочия, что-то. Но мы ни разу не пришли и не сказали, подождите, там, может, они где-то там что-то собирают или что-то делают неправильно. Но давайте разберемся вот здесь на месте. Давайте начнем все с себя. И давайте перестанем использовать эту Гагаузию не по назначению. Давайте, вот у меня вопрос, давайте сейчас. Тоже возмущен, тоже скажу, что как все, тоже возмущен, что забирают полномочия, тоже с этим не очень согласен. Но теперь скажите, для чего создавалась Гагаузия? Для сохранения и развития гагаузского языка, гагаузской культуры, гагаузской самобытности, да? Так точно. Дальше. Для чего? Вот у нас забрали налоговую инспекцию. Как это повлияло на ущемление гагаузского языка? Скажите мне. То есть вы хотите сказать, что во главу угла эти ценности не ставятся? Я понимаю, что полномочия нужны. Ну вот мы не сконцентрированы, что перестали меньше говорить на гагаузском. Очень простой ответ, который в обществе есть. Забрав налоговую, как минимум политики, которые руководят процессами в исполнительном комитете, в Народном собрании, скажут о том, что отсутствие налоговой не дает возможности Гагаузии видеть, что мы зарабатываем, сколько мы зарабатываем, как мы живем. Как это влияет на общение на гагаузском языке? Влияния нет. Я отвечаю на прямой вопрос. Забрали налоговую, чего нас лишили. Мы не видим, что у нас и как у нас. Видит Кишинев. Так вот, я же и говорю, значит, мы куда-то что-то не те цели уже преследуем в этой Гагаузии. Я хотела задать такой вот вопрос. Значит, поэтому я говорю, я не знаю, мы должны сами себе признаться. Ты это говоришь к тому, что никто не говорит о том, что с языком. Да. Ну для чего создавалась автономия? Что с языком и как Гагаузия может быть крепкой тогда, когда она все-таки использует основное правило, основной закон, ради которого создавалась автономия, и увлекается втягиванием в людей вот в эти разборки, что у нас одно забрали, второе забрали, третье забрали. Но в тех полномочиях политики видят большую мощь Гагаузии, чем в языке и в его продвижении и в развитии. Ну для чего? Мы в составе Республики Молдова, мы не собираемся объявлять независимость. Нам для чего мощь автономии? Давайте сегодня я всегда привожу пример. Сегодня Тараклийский район, там компактно проживают болгары. У них нет ни автономии, ни налоговой, ничего нет. Но сегодня ты приезжаешь туда, они все разговаривают на болгарском языке. То есть вы хотите сказать, что наша мощь как раз в языке, в нашей культуре, в нашей самобытности, но не в том, в чем видят сегодня нынешние Давайте власти. Я приведу чуть-чуть, в принципе, то, что занимаюсь культурой, и я вам приведу, я, в принципе, всем это говорил. Сегодня мы празднуем, мы жители Гагаузии, живем в Республике Молдова. Я занимаюсь организацией праздника и знаю бюджеты, когда вот какое-то мероприятие. У нас в студии еще и предприниматель. Да? Мы здесь сделаем небольшую паузу. Я вижу, что Денис есть необходимость сейчас я доскажу. Нашего чая ответить. Да, сейчас доскажу мысли и пьем чай в паузе. У нас День России. Мы празднуем День России, жители Гагаузии. Бюджет праздника очень хороший. Я не буду называть цифры. Очень хороший. Потом есть у нас День независимости Республики Молдова.
Бюджет не такой большой, как мы празднуем День России, но тоже неплохой. Скажите, какие мероприятия, какое большое мероприятие, праздник, когда День образования Гагаузии? Поверьте, там самый, вот из этих 3 праздников самый маленький бюджет. Ну, я не знала о бюджете. Нет, ну вот я говорю, просто давайте так, вот мы смотрим соцсети. День в России, все на площади Камрад, большая сцена. Это бюджетные средства? Приезжают, да? Ну, неважно, там, может Россия дает, может кто-то. Но сегодня, получается, мы приходим и празднуем праздник чужой страны. А День семьи, любви, верности, это тоже не наш праздник, это с Россией. Там, вот в России праздновали, как раз у нас празднуют. Потом как раз День независимости Лимбо-Настра, тоже открываешь соцсети, там мероприятие, там праздник, там какой-то концерт. Так же? Да. И День образования Гагаузии, что мы где-то там, что-то кто-то провел, школы проводят, круглый стол, уже... какой-то концерт был. То есть ты сейчас рассматриваешь это просто из должно быть как-то наоборот просто. Если мы сегодня живем в Гагаузии, мы гордимся, что мы гагаузы, мы должны... Любое заявление депутата и члена исполнительного комитета, на нас смотрит весь мир. Вот когда у нас... О нас узнал весь мир. Нет, да, смотрят. Вот сейчас мы что-то заявляем, а нас смотрит весь мир. Вот когда вот такой праздник, и через вот такие мероприятия поднимается чувство патриотизма, что мы стоим на площади, у нас классные артисты, выступают все на гагаузском языке, потому что это День образования Гагаузии. Тогда появляется чувство гордости за это. Ты считаешь, что это вот и есть как раз отражение, как зеркало, да? Если этот праздник вот так почитается, вот так на него... Ну, это как один из показателей для меня лично. Хорошо. Тогда с этим показателем всегда так было, либо в последнее время это так? Это практически всегда так было. Но смотрите, мы, опять же, мы бьемся за какие-то полномочия, но сегодня, давайте так, вот если мы едем куда-то за рубеж и спрашивают, вы откуда там, с Гагаузии, а что у вас там есть, что, как, туда-сюда. Практически каждый из нас, я думаю, что включая там, какие песни вы поете или что-то, все включают Виталия Манжула. Я так думаю. Петр Петкович, Виталия Манжула. Не только Манжула, не только Петковича. Это основное. Это те, которых все знают, все популярны. У всех там есть флешки, диски в машинах, они слушают по радио. Вот через вот это, и ты говоришь, вот Гагауз, это мой гагаузский певец там. Вот через вот это вырабатывается патриотизм и гордость за Гагаузию. Они приезжают и говорят, а у нас в Гагаузии, знаете, есть налоговая своя. Ну, а мы нашим зрителям сообщаем, что единомышленники, проект здесь. Наша дискуссия сегодня о культурном, о языковом, да и не только. Мы будем говорить, как вначале сказали, о свободе слова в общественном телевидении и радио, и о том, что, как и почему, и как гражданское общество может помочь властям понять, что хочет общество, и что, какие вопросы нужно для него решать. Пожалуйста, ставьте лайки, своим друзьям порекомендуйте подписаться на наш канал в YouTube. И да, мы есть во всех социальных сетях, поэтому присоединяйтесь к дискуссии, и мы продолжаем. И здесь мы будем говорить об общественном телевидении и радио, но чуть позже. У нас есть одна цитата, к которой можем мы вернуться для того, чтобы вот этот разговор, который до предложения Лены Федоровны поговорить об общественном телевидении и радио, мы хотели бы предложить Денису на эту цитату дать ответ. Как раз о языке говорили, и о том, насколько важно продвигать язык, и что язык является все-таки главным атрибутом для организации жизни автономии. На своей страничке социальной сети после встречи с президентом Турции Эрдоганом в рамках конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Баку, Майя Санду написала следующее. С президентом Эрдоганом мы говорили о мире и стабильности, а также о Гагаузии, мосте между нашими странами. Вместе мы стремимся сохранить гагаузский язык, который включен ЮНЕСКО в список исчезающих, и защитить гагаузскую культуру как важную часть идентичности Республики Молдова. Мы видим заинтересованность президента страны в развитии гагаузского языка, в развитии гагаузской культуры. На ваш взгляд, существует ли этот интерес и желание продвигать все, что относится к нашей гагаузской самобытности, у ныне действующих властей Гагаузии? Ну, этот интерес Майи Санду может быть и формальным, откровенно говоря. Почему? Потому что однажды уже такая встреча была между депутатским корпусом и Майей Санду, когда она была премьер-министром, и тогда было предложено обратить внимание на то, чтобы помочь гагаузской автономии
профинансировать программу по изучению гагаузского языка теми, кто хочет его изучать. Но недавно совершенно стало известно, что с гагаузской стороны не было предложено никаких программ для финансирования. То есть готовность у властей Молдовы была давняя. Сейчас в этой встрече с Эрдоганом Майя Санду подтверждает, что мы готовы. А что власти? Даже если формально, но слышали ли вы хотя бы такие формальные высказывания от ныне действующей власти? Понимаете? Хотя бы формальные. Да, я думаю, что сейчас кого-либо спросить в Гагаузии, ты против Гагаузии или гагаузского языка или развития, все скажут, мы за. Но фактически и все что-то как будто делают. Но сегодня я скажу вот то, что процитировали Санду. В принципе, Гагаузия не любит Санду, вот, как-то не голосует за нее. Был президент Гимпу, который тоже там не любили. И тогда, я не помню, просто сейчас могу ошибиться, и тогда даже Гимпу говорил, мы готовы вам давать на развитие гагаузского языка. И я не слышал за все вот 30 лет, скажите, может, вы там и депутатами были, когда Молдова, правительство или Министерство образования сказала, что мы не даем деньги на гагаузский язык. По-моему, всегда они шли, они всегда возмущаются на русский, они не хотят давать на русский язык, они не понимают, почему нужно давать на русский. Но на гагаузский язык, на болгарский язык, тоже который изучается в Гагаузии, они всегда идут навстречу. И они всегда готовы делать курсы. Сегодня, опять же, но мы должны делать тоже что-то. Сегодня есть очень много курсов по изучению румынского языка. Правильно, там есть преподаватель, но нету этих курсов, по гагаузскому. Есть какие-то курсы, проводит научный центр тоже для изучения гагаузского языка. Насколько они популярны и эффективны, я сказать не могу. Но сегодня это проводит один центр. Сегодня изучение румынского языка есть более широкое. Есть онлайн, есть в университете, по-моему, есть в каких-то школах. Да, то есть финансирование в рамках закона о расширении сферы применения гагаузского языка существует, но вы хотите сказать, что шаги, которые предпринимаются, они незначительны. Опять же, мы должны вернуть об инициативе. Ты говоришь о том, что нет инициативы, нет заинтересованности местных гагаузских властей? Нет, сейчас скажу чуть-чуть по-другому. Все хотят что-то исправить. Но все хотят уже 30 лет. Ну вот всех, мы должны сесть и остановиться, и сказать, мы все хотим изучать, менять что-то, но у нас не получается. Вот мы приняли там закон в 2018 году. Денис, когда ты говоришь «мы хотим», кто это «мы»? Потому что все начинается с ответа на этот вопрос. Мы, власти, мы заинтересованность властей не видим в том, чтобы гагаузский язык стал бы краеугольным камнем в их работе. А при какой власти вы видели? Я говорю о всех властях сейчас. Я не говорю о власти Гагаузии на протяжении 30 лет. Да, абсолютно верно. Да? А ты говоришь, мы должны сесть. Вот кто эти мы? Власть должна в первую очередь осознать, что у нас есть проблемы. Вот пока как власти донести? Она не осознает. Как власти донести? Вот ты представитель гражданского общества. Значит, надо менять власть. Если власть не понимает и не видит эти проблемы, значит... Да только что мы делаем исправно в автономии в Республике Молдова, мы только меняем власть. Потому что на выборах вот это единственное, с чем люди справляются первоклассно. Но для того, чтобы выбрать человека, который будет продвигать эти инициативы, эти инициативы, эти мысли, эти идеи должны жить в народе, который избирает. Да, и народ тоже, как бы, посмотрите, в селах с каждым годом села все меньше и меньше разговаривают на гагаузском языке. Вот мы приезжаем показывать сказку, мы приезжаем для детей показывать. Села гагаузские. Гагаузские села. И я не вижу, они смотрят, им интересно, герои ходят, там бегают, прыгают, падают, как в любой сказке. Им интересно. Действие интересно. Действие, но я понимаю, что они не до конца все понимают, что происходит. У нас есть сказки... Из-за непонимания языка в селах? У нас есть сказки с интерактивом, с общением с детьми. И в некоторых, не буду сейчас называть населенные пункты, в некоторых где-то там дети отвечают, где-то что-то. В других, когда мы задаем вопросы, и там нужно где-то предложение сказать, не просто сказать да, там нет, а сказать какое-то, ответить какое-то предложение. И все, и дети, да, что-то. И там актер уже как бы за них все там пытается выправить ситуацию. У меня вопрос. Мы что, тут дискуссию ведем, да? У меня вопрос. Вот то, о чем сейчас говорит Денис, Лена Федоровна. То есть Денис говорит о ситуации, с которой сталкиваются. Но мне приблизительно об этом говорил и Михаил Дмитриевич Константинов, который возглавляет Гагаузский национальный театр в Чедровонге. Вот то, о чем Денис говорит, да, что зрители, дети,
они не всегда понимают язык, или большая часть зрителей не понимает язык спектакля. Они следят за действием театральным, это их увлекает, а язык они не понимают. Поэтому в интерактиве каком-то включаться не могут, потому что не знают, как ответить. Они отвечают на русском в лучшем случае. Как так получается? Вопрос возник. То есть, если послушать образовательную систему, представителей образовательной системы Гагаузии, мы слышим, что уроки проводятся на гагаузском, очень много мероприятий, дети пишут эссе, какие-то конкурсы чтецких работ, еще не знаю каких работ. На гагаузским традициям, культуре посвящены какие-то инсценировки на гагаузском языке, видео делаются, стихотворения пишутся. А фактически вот такая картина. Языка не знают. Как так получается? Вот, Лена Федоровна, просто вы представляете образовательную систему. Давайте вместе порассуждаем. Если говорить о том, что там конкурсы, эссе и так далее, мы говорим о детях старших классов, которые еще говорят на гагаузском языке. Денис говорит сейчас о детях, показывает для учащихся начальных классов, первый, второй, третий. Они уже не знают Они уже не знают, они уже не говорят. И об этой проблеме, которую идентифицируете вы, Денис, как руководитель театра, мы, как педагоги, тоже идентифицируем сейчас в наших учебных заведениях. Как депутаты Народного собрания Гагаузии 6-го созыва мы говорили об этом. Но, к сожалению, получается, что в школах об этом говорят. Театры, вы как представитель театров об этом говорите. Мы как депутаты об этом говорили. Но исполнительная власть, Башкан, если они не видят, что это одна из важных задач, если они продвигают все то, что касается языка и культуры, то никакого движения вперед, к сожалению, не происходит. То есть мы имеем такую данность, что 30 лет спустя, да, в этом году, как мы говорим, будет 30 лет, 30 лет спустя, мы имеем общество, которое противостоит гагаузскому языку, а не популяризирует и не активно принимает, давайте, говорить, жить и работать и думать на гагаузском языке наряду с другими языками. Я сейчас говорю наряду с русским, потому что школы наши по-прежнему останутся русскими, наряду с государственным языком, потому что мы его должны знать, нельзя с тобой не согласиться, мы граждане этой страны. То есть получается, что за 30 лет мы больше отдалились от гагаузского языка. И теперь как тогда нам держать эту автономию? На каких сваях она должна держаться, эта автономия, если основного атрибута из года в год становится все меньше и меньше? Понимаете, мы должны признаться, все гагаузы, сказать, кого сейчас не спроси, кто-то скажет, я знаю гагаузский, там, Ючлав, там, Белером. Ну, Денис, еще покажи свои способности говорить на гагаузском. Мы же не пришли сейчас. Но по сути, основная часть населения, это сугубо мое личное мнение, не знает гагаузский язык, как положено. И сегодня мы должны сказать об этом. И должны начать с азов, заново. Сегодня сейчас я скажу, может, у нас была Башкан Ирина Федоровна, да? Мы знаем все. Нам долго рассказывали, что Россия это наш друг, наш партнер, мы с Россией должны быть как положено. Так? Русский этот. Но человек выучил, сам потихонечку ходил на курсы, признал, что это румынский язык. Это ее слова, не мои. Да? И она переехала в Кишинев, владея государственным языком. Что мешало? Я говорю, что сегодня это, наверное, из всех башканов был самый медийный. Она очень активно вела соцсети. Также, мы все знаем, мы все здесь были. Я говорю, что мешало этому человеку, этому башкану? И я думаю, что и этот башкан, и следующий башкан кто-то должен это начать. Выйти в эфир и сказать, друзья мои, мы живем в Республике Молдова. Не хотите учить румынский язык? Вам не нравится, что это румынский? Выучите назло вот этим молдаванам, выучите молдавский, не учите румынский, выучите молдавский. Мы живем в Гагаузии, мы должны знать с вами гагаузский язык. Давайте вместе со мной будем каждый день 5 минут. Я буду выходить в прямой эфир, и мы будем вместе с вами учить. Там 2,5 или 5 минут мы будем учить молдавский язык, и 5 минут мы будем учить гагаузский. И мы каждый человек, тем более очень большие просмотры, даже я, который там плохо, не владея гагаузским языком, каждый, открыли там, сегодня мы говорим екмек, там, учим, там, завтра есть. Что это дало бы? Это как минимум сегодня, когда глава региона говорит, что мы должны изучать родной язык, у всего населения они понимают, это же наша власть, мы смотрим на них. И сегодня даже люди, которые,
Мы сегодня Гагаузия, но здесь много людей живут других национальностей. И сегодня вот эти другие национальности знали бы хотя бы пару слов. Сегодня наши магазины, давайте название магазина, там должно быть гагаузское название, на молдавском названии, как минимум я бы знал, как продукты звучат на гагаузском и звучат на молдавском языке. А у нас нет этого, мы пишем продукты. Денис, мы не только пишем продукты. Вы говорите о том, что могла бы Башкан. Абсолютно согласна, что это действительно мы между собой тоже долго. Но это был бы толчок серьезный для всего населения. Не только Башкан, но в том числе Башкан и депутат Народного собрания, спикер Народного собрания, если бы в своих посылах главное место и главное предпочтение отдавали бы все-таки гагаузскому языку и призыву к людям, давайте развивать свой язык. Это то главное и основное, что держит нашу автономию на плаву. В 2018 году, когда был принят этот закон, все еще была Башканом Ирина Влах. Да. Не только не популяризировала Ирина Влах гагаузский язык, но выступала против этого закона. То есть мы получаем на месте в Гагаузии еще и противодействие всему тому, что маломальски развивается само по себе. В части развития гагаузского языка есть противодействие власти. И поэтому, наверное, инадына есть такое слово в гагаузском языке. Инадына, как на русском, наш великий. Назло, но не совсем, как будто чуть, да. Не говорят политики на гагаузском языке. Но неужели политики не понимают, что вы руководите гагаузской автономией, и гагаузский язык — это главный инструмент для решения и выполнения ваших основных задач? Через который вы можете отстоять свои полномочия. Но если это не делают наши политики, а люди не требуют от них этого, а мы видим, что люди не требуют, наоборот. В социальных сетях можно услышать очень много, что зачем нам гагаузский язык, куда пойдут наши дети, да какая разница, на каком языке политик говорит с нами. То есть у людей нет вот этой потребности. Даже к нам могут быть претензии, что мы не говорим на гагаузском языке, в этой передаче как минимум, когда обсуждаем проблемы гагаузского языка. Но ведь это не главное, потому что мы с Леной Федоровной этим языком владеем, мы можем эту передачу целиком и полностью делать на гагаузском языке. И есть очень много таких людей в Гагаузии, которые этим языком владеют намного лучше нас. Это и педагоги, это и политики некоторые. Но опять же нет вот этого правила. Нет вот этой хорошей привычки, нет вот этой хорошей, как сказать, примеры видели. Чтобы это использовался язык. Вот этого нет, и поэтому... Тогда, когда закон принимался, мы говорили о том, что сферу применения гагаузского языка нужно расширять, тогда как в наших школах принимались решения о сокращении количества часов, то есть объединение предметов гагаузский язык и история традиции гагаузского народа. То есть это, наоборот, сужало рамки использования гагаузского языка, и тогда ни Башкан, ни начальник главного управления образования в этом проблему не видели. То есть не хватает того, что не популяризируют, так они еще и согласны с мерами по сокращению сферы использования этого языка, не противодействуют этому. Да, вот сейчас мы с вами разговариваем. Такая печальная данность. Нет, начал мысли, я думаю, что сегодня, если бы Кишинев видел бы там заседание исполнительного комитета, на гагаузском языке. Видел заседание Народного собрания на гагаузском языке. Приезжали бы сюда, сюда же приезжают там члены правительства, там кто-то с парламента. И они бы шли по улице и слышали бы, все разговаривают на гагаузском. Общение людей на гагаузском. Да, общение людей на гагаузском языке. Они понимали, что они приехали в гагаузскую автономию. Они понимали это. И я думаю, что и вопрос с полномочиями решился бы легче для Гагаузии. А сегодня они не понимают. Вот сегодня люди, которые живут, вот основная часть молдаван, когда заезжают в Гагаузию, они понимают, что заехали в Гагаузию, это только то, что вот где в флаге написано. Да, человек, если сюда приедет и просто вот завязать глаза и высадить вот в каком-то населенном пункте, он скажет, я в России где-то, но точно не в Гагаузии, не в Молдове. Понимаете, вот в этом... Денис, нам нужно двигаться дальше. Мы это вот очень много времени отдали разговору языку, но не только это о языке основа. мы Я говорили. думаю, что это фундамент. Без этого дальше, в принципе, не о чем разговаривать, пока мы с этой проблемой не разберемся. Ну, собственно говоря, да. Потому что, как стало ясно, хотя бы к 30-летию жизни гагаузской автономии, стало понятно, что это главная проблема, которая с первого дня не решена была и не решается, и не привлекает внимание политиков. Язык не привлекает внимание политиков. Маленькую ремарочку, и все, идем дальше. Точно. Мы должны не побояться это осознать и сделать шаг назад, вернуться чуть-чуть назад. А мы боимся
вернуться, потому что скажут, вот мы отступаем куда. Давайте сделаем шаг назад. Начнем изучать. Но тут даже не дело не в шаге назад. Тут даже не дело в шаге назад. Дело в осознании того, как работать и как жить. Не шаг назад, некуда делать шаг назад. Да. Упущенное время не вернуть, надо просто сейчас отобрать нужные инструменты и нужные программы, механизмы для того, чтобы... Я имею в виду, вот я когда хочу изучать, там, сейчас начал, что там по программке одной в телефоне нашел, английский язык. Как будто пару слов я владею. И там есть самый начальный уровень, и там чуть выше. И я начал, не начал умничать и говорить, что давай я же чуть-чуть знаю. Я начал прямо с азов. И сегодня мы должны сказать, да, пусть будет, мы потратим год. Давайте начнем заново изучать алфавит, потому что сегодня, опять же, возвращаемся к языку. У нас даже сегодня гагаузы, многие не могут читать на латинице, на гагаузском языке. Ну, конечно, да, мы это поэтому знаем. Давайте вернемся, сделаем шаг назад и начнем учить алфавит. Да, сначала депутатов, представителей исполкома, а потом и всех остальных. Да. Друзья, подписывайтесь на канал, на наш канал в YouTube Гагауз Медиа, ставьте лайки, проект «Единомышленники». Мы здесь ведем дискуссии, с нами интересно, мы так думаем, поэтому не переключайтесь. И мы продолжаем нашу дискуссию с нашей рубрики, уже полюбившейся, как мы понимаем, нашим зрителям. Люди говорят, что... Люди говорят, что... Люди говорят, что театральное искусство не востребовано в автономии. Так ли это? Да, я соглашусь, и сегодня мы можем долго говорить об искусстве, о чем-то великом, или нам рассказывать, что нужно. Сегодня ты приходишь в театр, либо там есть, если людям нравится, они приходят. Если не нравится, значит людей мало. Значит, мы что-то делаем не так, и мы должны тоже меняться и делать... современно. Мы тоже как будто вот застыли вон там вот 90-е, начало 2000-х. Все меняется в этой жизни. Мы должны быть современнее, интереснее. Репертуар должен быть чуть другой. Что мы должны искать. Сегодня, предположим, показывать Колобка уже никому не интересно. И каждый может сказать, взрослый, это же наше детство, это же вот наши герои вечно. Сегодня есть Лунтик, который... Там, предположим, Лунтик, это интересно, сегодня современный, который тоже учит добру, дружбе и тому подобное. Вот театр должен следить за этими тенденциями. Мы чуть-чуть... жизни. Да. Один из гостей в нашей студии сказал о том, что сегодня все то, что происходит, какие изменения происходят, для того, чтобы продвигаться, для того, чтобы быть интересными, надо сочетать свой род деятельности с IT-технологиями. Может быть, и в театральном искусстве это возможно, да, и придаст новый импульс развития. Да, ну вот я скажу, наш театр маленький, но первый, у кого появился Инстаграм, это был наш театр. И мы Инстаграм это уже не ново? Нет, я говорю, когда только появился, наш театр был первым. Люди говорят, что ГРТ так и не стало рупором народа. Так ли это? Ну да, если люди говорят, значит так и есть. Ваша точка зрения? Людям всегда виднее. И я думаю, что общественное телевидение, это на бумаге оно общественно, но сегодня вот почему создавалось общественное, чтобы отойти от государства, чтобы не было влияния власти на телевидение. Но сегодня мы создали общественное телевидение согласно закону. Но финансирование сегодня идет, 99% идет с исполнительного комитета, с Гагаузии. С бюджета Гагаузии? С бюджета, да, с бюджета Гагаузии. Но утверждает кто? Власть утверждает. Народное собрание утверждает бюджет. Опять же, если нам не очень нравится, что там показывают, давайте мы смотрим. Вопрос очень простой и прямой. Стало ли ГРТ рупором народа? Нет. Да, почему? Нет, почему? Нет, потому что сегодня, опять же, там... При одной власти были мы слышим про черные списки, сейчас какая-то власть, мы опять тоже какие-то черные списки появляются. Мы всегда слышим про какие-то черные списки. Кто-то их видел, кто-то не видел. Но если люди говорят, значит, они есть. Кто-то почувствовал на себе, потому что его не приглашают. Да, кто-то почувствовал на себе. Опять же, сегодня оно должно быть открыто, но нету открытости. Правильно? Следующий вопрос в этой рубрике. Люди говорят, что ГРТ захвачено шором. Так ли это? Ну, как понять, захвачено шором? Ну, нет прямо таких доказательств. Сегодня члены наблюдательного совета избраны народным собранием. Так? Так.
Наблюдательный совет выбрал директора компании. Денис, упрощаю. Да. Чью повестку реализовывает сегодня издательская политика ГРТ? Ну, точно не гагаузская автономия. Следующий вопрос. Люди говорят, что ШОР не подкупает, а помогает людям. Так ли это? Конечно, это касательно к избирательному подкупу. Ну, как помогает? Я понимаю, когда помогает, есть конкретная программа. Сегодня это подкуп, я считаю, сугубо мое личное мнение, это подкуп, потому что сегодня есть, завтра нету. Все, вот выборы закончились, там все, денег нету, ждите следующие. Какие-то подачки. Это же появилось перед выборами, это не появилось... А Гагаузленд это подарок или что? Гагаузленд? Это помощь Гагаузии, это подарок. Как ты воспринимаешь этот вот объект, скажем так? Я не знаю, как он был построен, кем он был построен, на почему чьи ты не знаешь? Деньги. Но не было какой-то информации. Может, я где-то что-то не уследил, не посмотрел. То, что он появился, это хорошо. Но насколько это эффективно будет работать, я проезжаю просто часто. Там лампочки горят, много красиво, но я не вижу там людей. Вот и даже как сейчас... Но зима, не карусельное Нет, время. вроде там до закрытия, когда вот сейчас он закрылся, но я проезжал в будние дни, там никого нету, в выходные там тоже не так много. Когда было тепло и возили автобусами, чтобы показать, перед выборами, чтобы показать, у нас есть Гагаузленд, там были люди. Но дальше, кому хорошо сделали, это жителям Кангаза. Люди могут пойти и погулять просто в парке. Но то далеко надо ходить, как бы не всем удобно. Следующий наш вопрос. Люди говорят, что у Молдовы нет перспектив для развития. Так ли это? Как? Это, я думаю, это не люди говорят, мое мнение. Это говорят наши политики. И я считаю, что пока наши политики будут об этом говорить и не будут добавлять оптимизма, позитива, в принципе, не добавлять, не надо рассматривать все... Не приукрашивать, а... Да, есть много положительных моментов в нашей стране. Наша страна, она маленькая, красивая, интересная, хорошая, и мы должны полюбить. И сегодня я не понимаю, мы с каждого утюга, извините за выражение, мы слышим, что от политиков, не от людей, нет будущего. От людей тоже. Да, но так люди слушают политиков. У нас здесь плохо, у нас здесь воруют, у нас здесь то, у нас здесь то. Но когда выборы, у нас 11 кандидатов, желающих стать президентом Республики Молдова. Но вы все говорите, что здесь нет будущего. Так зачем вы тогда все туда баллотируетесь? Ну и осталось в рамках этого вопроса получить твой ответ. Ты говоришь, много чего хорошего есть в этой стране. Что хорошего есть в этой стране для тебя? Хотя бы 2-3. Ну, мне нравится моя страна. Ну, это общая фраза. Нет, она красивая, мне нравится, что она красивая. Мне нравится, что она маленькая и многонациональная, что здесь живут много народов, и мы впитываем все. Мы можем говорить... много делается хорошего в этой стране. Что хорошего в этой стране давайте, для людей? Но сегодня дороги стали лучше. Кто бы что бы ни говорил сегодня, по Республике Молдова, даже возьмем по Гагаузии, дороги стали лучше, зарплаты стали выше. Раньше, просто здесь это можно прямо отдельную передачу, наверное, сделать про это. Сегодня в 90-е годы уезжали на заработки, потому что, грубо говоря, здесь платили лей, а на заработках платили 50 лей. Сейчас эта разница, она очень маленькая. Сейчас можно заработать в Молдове там 5 лей, а на заработках 7 лей. И есть смысл ли уезжать на заработки, чтобы заработать на чуть-чуть больше, или быть со своей семьей, смотреть, как делает первый шаг твой ребенок, как он говорит, ребенок отвести его. Денис, а ты слышал, как люди говорят о том, что пенсии очень низкие, зарплаты очень низкие? Да, но я слышал, когда мошенники обворовали пенсионеров, и это очень много, на 60 тысяч лей, на 100 тысяч лей. Но у нас пенсионеры все нищие. У тебя вопрос, откуда у пенсионеров деньги? Не, я понимаю, что есть какая-то... Или почему мошенники такое делают с нашими пенсионерами? Это очень плохо, что они делают, но не все пенсионеры у нас плохо живут. Давайте начнем с этого. И это проблема, я всегда говорю, если вам политик говорит, что он сейчас придет и сделает пенсии выше, говорю, не голосуйте за этого политика. Потому что проблема пенсий идет еще с 90-х годов. И пока вот этот весь оборот не сделается, пенсионеры не будут. Сегодня пенсионеры, которые выходят на пенсию сегодня и работают, они получают 4, 5, 6, 7 тысяч лей пенсию. Не надо говорить, что таких пенсий нету.
Идем дальше. С пенсионерами вопрос закрыли, Всё, переходим к молодежи. Да. А люди говорят, что у молодежи нет будущего в Молдове. Так ли это? Люди говорят, все. Есть сегодня в Молдове, есть будущее. Ну ты что, не встречал молодежь, которая совершенно демотивирована, которая не знает, куда пойти на работу, которая ищет работу высокооплачиваемую, не может ее здесь найти, разочаровывается в стране, в условиях жизни страны? Опять же, сегодня мы должны объяснять, и политики, в принципе, и взрослые люди должны объяснять молодежи, что не бывает, что ты закончил школу и университет, сел сразу в мягкое кресло и получаешь много денег. И даже туда, куда они едут на заработки, там тоже нет такого. Сегодня, чтобы что-то получить, но там лучше, нужно чем здесь. Просто, ну, чем лучше? Ну, нету, я слышу, я разговариваю тоже с молодежью. Они едут туда, что-то там курьерами работают, на почте, там где-то на заводе. Ну хорошо, дальше там тоже нет перспектив. Но сегодня ты приходишь. Они даже, понимаете, в чем проблема? Молодежь даже не пробует, даже не пытается найти себя. Чтобы они сказали, давайте, вот если вы будете разговаривать с молодежью, они будут говорить, нет перспектив. Спроси, а где ты пробовал? Практически никто, все скажут, ну мы просто слышали, я слышал, там нет места, я слышал... Или я не хочу работать на такую низкую зарплату. А на какую низкую зарплату? Ну, допустим, я имею конкретный пример, да, заработная плата 8 тысяч лев молодому человеку показалась очень маленькой для жизни в Молдове. Да. 8 тысяч лей, ты только устраиваешься на работу и получаешь 8 тысяч лей. Мало. Ну хорошо. Вот такие требования у молодежи. Да, ну хорошо, у тебя стоит вопрос, либо уехать на заработки и получать там 20 тысяч лей, но ты поработаешь 10-15 лет, твое здоровье закончится, и ты приедешь сюда, и ты здесь уже никому не нужен будешь. И будешь просить пенсию здесь. Да. А ты здесь не работаешь, и потом говоришь, а у нас маленькая пенсия. Денис, так есть будущее у молодежи есть, Молдовы? 100% есть будущее, надо пытаться, стараться смотреть, пробовать, а не просто сидеть и говорить, что у нас все плохо. Надо встать и пойти делать. Пока мы это не сделаем, мы все ждем, что придет одна нам страна, поможет, вторые рядом, третьи еще откуда-то, пока мы сами не встанем, не сделаем. Тем более мы ездим за рубеж, мы видим, как там интересно. Им же тоже никто не пришел, не сделал. Они сами сделали. В этом смысле, да. Сегодня мы должны стараться и перенимать опыт и оттуда, и видеть. Если ты сегодня молодежь, вот я не понимаю, сегодня многие, маленькое тоже добавлю, сегодня молодежь говорит, у нас нет развлечений, да? Ну, многие говорят. Говорят, что для молодежи нет развлечений. Ты говоришь, вот в Кишиневе, предположим, у нас там много развлечений, или там в Европе много развлечений. Но ты, если молодежь, полон сил, инициативен, ты увидел то развлечение там. Сегодня есть очень много грантовых программ. Приди и сделай сегодня, предположим, это в Гагаузии, и вот зарабатывай на этом. То есть надо что сделать? Надо научиться сначала понимать, как работает предпринимательство, надо научиться и хотеть написать заявку для получения гранта, надо вникнуть в это, потом надо этот грант получить, то есть несколько проб сделать, чтобы получить этот грант, потом надо его администрировать, этот грант, научиться правильно распределять деньги так, как ты написал свои заявки, а потом получить результат долго. Надо быстро и большую зарплату. Чтобы что-то получить, надо в первую очередь полюбить страну, где ты живешь, и захотеть ее изменить. Это в первую очередь. Вот когда у нас появится два этих критерия... Это для тебя невысокие слова? Ты ими пользуешься? Нет, я честно говорю. И каждый раз, если выезжаю за пределы, каждый раз я говорю, моя маленькая страна, может она не такая богатая, но она моя, и я ее люблю, и я хочу здесь жить. Потому что если бы я не хотел здесь жить, я бы уже давно отсюда бы уехал. Оптимистично. Денис, спасибо. Да. Мы переходим дальше. У нас осталось совсем немного времени, но именно это время мы решили выделить обсуждению положения дел в общественной компании «Гагаузия радио телевизионно». Как говорила Елена Федоровна в начале нашего выпуска, Денис Пынтя, который сегодня гость нашей студии, практически все созывы наблюдательного совета в них работал, и поэтому мы из первых уст сможем узнать, что и как, и почему не так, или почему так на общественном телевидении и радио Гагаузии. Давайте об этом поговорим. Свобода слова, возможность иметь плюрализм мнений, а плюрализм предусматривает разность мнений в обсуждениях разных программ. Вот давайте просто плюрализм мнений, Денис, обеспечивался на ГРТ? Мы потом зададим вопрос, почему ты ушел с поста члена наблюдательного совета ГРТ. Ты сделал это совсем недавно, как мы поняли. Да. Да. И даже в публичном пространстве не очень об этом мы нашли информацию. Скромный. Да, поэтому почему? Что с плюрализмом мнений на ГРТ? Твоя точка зрения как человека, который работал в наблюдательном совете? Объективно.
Иногда соблюдается, иногда не соблюдается. Я не знаю, что сказать. Что-то там идет не так. Если вот как люди говорят, что ГРТ не стала рупором народа. Но там больше политиков, чем народа. И поэтому, наверное, люди так и думают, это раз. Там нет плюрализма мнения, это моя личная точка знаете, зрения. я, когда был членом наблюдательного совета на каком-то заседании из каких-то созывов, и всегда, получается, там какие-то жалобы были от одного, что его не позвали, от другого политика, от третьего депутата, примара. И я сказал, сделайте, пожалуйста, отойдите вообще от политики. Вот возьмите какую-то паузу, ГРТ, делайте про народ, про населенные То есть это вы руководству ты говорил? Да, ну, на заседании наблюдательного совета. Отойдите от этого. Оставьте одну передачу час, вывести график вот, депутатов Народного собрания. Тогда. Ну, почему на этот шаг не идут? Казалось бы, очень просто. Ну, они пробовали этот шаг, да, если уж говорить честно. Вообще, ну, если у вас не получается соблюдать это все, не делайте это. Понимаете? Ну, опять же, проблема... Что значит не получается соблюдать, Денис? Или нет интереса не соблюдать? Ну, какие-то интересы. Мы же хотим вам говорим, жить в стране, где исполняются законы. Да? В законе четко прописано, что плюрализм мнений – это первостепенный, особенно для общественного телевидения и радио. То есть, если обсуждается тема, скажем, условно, язык, да, то там должны быть обязательно люди, которые из системы, люди, которые в законодательном органе, люди, которые... То есть, если обсуждается какое-то очень важное событие или важная тема, которая важна для жизни общества, там должны быть люди, представители разных точек зрения. Это обязательно. Это и есть плюрализм мнений. Когда есть и за, и против. Это, знаете, наверное, еще в чем прямо вот сейчас с вами рассуждаем. Ну, я задам вам вопрос. Согласно закону о ТВ... Общественном телевидении. Да. Эфир ГРТ должен составлять 75 или 80%. На гагузском языке? На гагузском языке. Да, 75. 75. Да. Соблюдается? Нет. Нет. Говорит член наблюдательного совета. Нет, вы должны были задать этот вопрос. Вы тоже были депутатом, принимали этот закон? Или я даже была когда-то руководителем общественной телерадиокомпании и очень Нет, хорошо сейчас знаю, этот закон, работает. вот он же второй редакции или какой? От 1 марта 2016 года под авторством Бургуджи. Да. Теперь, у меня вопрос. Были какие-то либо санкции от исполкома, либо Народного собрания в отношении ГРТ, то, что не соблюдается закон? Ну, во-первых, должны были поднять этот вопрос вы, как член наблюдательного совета. Ну, мы все равно принимаем сторону ГРТ. Сейчас я доскажу 3 секунды. Очень правильное замечание. Нет, член наблюдательного совета, как раз здесь надо правильно сказать. Законодательный орган Гагаузии принял закон. Да. Затем законодательный орган, согласно этого закона, утвердил члена наблюдательного совета Гагаузии. Да. Наблюдательного совета общественной компании ГРТ, простите. Общественный совет утвердил руководство компании, и дальше жизнь общественного телерадиовещателя Народное собрание больше не должно вмешиваться. Не имеет права вмешиваться. Есть орган, который отвечает за издательскую, за финансовую и за другую техническую деятельность компании. Поэтому вы в ответе за то, почему не было претензий в адрес руководства ГРТ, почему не выполняется статья по 75% на гагаузском языке. В первую очередь это наблюдательный совет, не депутаты Народного собрания Гагаузии. Сейчас я вам отвечаю. Сегодня наблюдательный совет... Я не разделяю ГРТ и наблюдательный совет. Это в смысле? Нет. Они разделены законом? Нет, разделены, но мы вместе, мы в одной лодке. Почему? Давайте я сейчас... Лодке, Нет, мы сегодня член наблюдательного совета. Вот я прихожу... Вы в структуре ГРТ, все правильно. Я прихожу на заседание, и я говорю, друзья мои, у нас проблемы с гагаузским языком, 75% не соблюдается. Не дотягиваем. Да, они говорят, да, мы знаем, мы стараемся, работаем над этим. Молодцы. Все. Народное собрание, исполком, они живут своей жизнью, но закон не соблюдается. Теперь стойте, я сейчас приведу... Так вы не требуете соблюдения закона. Я требую на заседании, я прихожу и требую. Теперь, смотрите, согласно закону молдавского закона, 25% у нас должно быть на ГРТ, на государственном языке. У нас соблюдается закон. И мы все следим, и работники ГРТ следят, и... А почему? 25% соблюдается, а 75% потому что не там, если мы 0,1% не будем соблюдать, то нам выпишут штраф. Так. За гагаузский язык здесь мы можем соблюдать, не соблюдать и рассказывать. Мы все стараемся. Какие санкции? Никаких санкций. Первый орган, который упускает
выписывания, как ты говоришь, санкций, это наблюдательный совет общественной компании. Мы спрашиваем, мы знаем об этом. Спрашивать это не наказать. Нет, вот вы же боитесь, как я что могу там... наказать сам себя? ГРТ. В смысле член... сам себя? Наблюдательный совет. Наблюдательный совет. Как можно наказать? Секундочку, Денис, еще раз. Ну, после того, что ты там 12 лет был в наблюдательном совете, надо сказать главное, что наблюдательный совет общественной телерадиокомпании следит за тем, чтобы руководство компании полностью в своей деятельности соответствовало требованиям закона. Если закон такой-то, статья такая-то нарушена, и не 75%, а 60%, вы обязаны, согласно закону, какие санкции можем? Ну, там в законе прописано, я сейчас не готова ответить, какие санкции, но они есть. Вы имеете право. Юрист сидит у нас в студии. Помимо того, что у нас Денис юрист, наверное, вплоть до того, что снять не надо поругать руководителя компании, если его они называют. Но сначала нужно об этом заявить. Ну, никто же не получил никаких наказаний за то, ни выговоров, ни строгих выговоров, ни каких-то других санкций. Вы даже первых санкций не сделали. Но мне кажется, еще одна составляющая. Для того, чтобы, допустим, вы говорите о том, что Народное собрание не предпринимает никаких мер. Я не помню, чтобы в шестом созыве, я не помню, чтобы в шестом созыве наблюдательный совет отчитывался и называл, я не помню, кстати, я могу ошибаться, но я не помню, сейчас отчитывается ли наблюдательный совет и говорит ли о тех проблемах, которые есть в компании, что нужно менять, если и тогда, наверное, отреагируют и депутаты, когда эти проблемы будут озвучиваться. Но кто должен заметить, очень что проблемы есть? Лена Федоровна. Отчет наблюдательного совета перед законодательным органом – это просто отче наш для наблюдательного совета в своей деятельности. Почему? Потому что орган, который избрал наблюдательный совет, этот ответственен и подотчетен ему. Должны сказать, что и как они за этот год обнаружили, выявили, исправили, сделали, не сделали. И наблюдательный же совет представляет финансовый и технический план на будущий год и представляет бюджет компании. Не председатель компании, не какой-то еще другой работник. Так говорит закон. Да. А как работает на самом деле система? Плюс ко всему, я почему говорю, это очень важно. То есть компания, которая получает 12,5 миллионов леев из бюджета Гагаузии, 10, там... отдано, уже столько людей говорят о 12 миллионах, в том числе депутаты. Бюджет, окей, пусть это будет 10 из бюджета, 10 миллионов из бюджета, на секундочку, 10 миллионов леев из бюджета, это немалая сумма. И на эти 10 миллионов леев никто не вмешивается в работу компании, как, на что они тратятся, и даже отчет не представляет наблюдательный совет перед законодательным органом. Что это такое? Рассказывай. Да. Покажите мне, может, я где-то упустил. Покажите мне в повестке дня, в повестке дня Народного собрания отчет председателя наблюдательного совета. Или как председатель наблюдательного совета должен зайти на заседание Народного собрания и сказать: у меня отчет. Народное собрание, если не спрашивает и не требует. Это во-первых. Во-вторых... Относительно отчета, да, повестку дня заседания Народного собрания Гагаузии в конце года, либо в начале года, январь, февраль, март, как бы это ни было, включались, я могу только вспомнить, Денис, и ты это знаешь, когда работал председателем наблюдательного совета Дарадур, ректор университета, господин Дарадур, отчитывался перед наблюдательным советом. Следующий председатель, перед Народным собранием, прошу прощения. Следующий председатель тоже отчитывался. То есть до 2012 года эти отчеты имели место быть. Мне кажется, что эту практику ввела Ирина Федоровна Влах, будучи башканом. Она показала пример, что она как башкан не отчитывается перед Народным собранием. Значит, может не отчитываться. Если Народное собрание не просит тебя прийти дать отчет, мне что сделать? То есть, смотрите, хорошо, возразить не имею чем. То есть я знаю, что по закону обязана отчитаться. Да. Наблюдательный совет обязан отчитаться перед Народным собранием Гагаузии. Денис сейчас защищает члена наблюдательного совета и самого себя, потому что он там тоже был и не отчитывались. Не то, что не защищает. Если они не просят у меня отчет. Смотри, они не просят, а вы его представили? Мы всегда высылаем. У нас... Секундочку. А где на сайте, мы говорим сегодня о свободе слова, о доступе к информации, на каком сайте, где есть этот отчет, он должен и обязан быть опубликован? Мы отправили его в Народное собрание. Не, где он есть на сайте? Очень интересно, знаете, где он есть на сайте? Сайт — это общедоступная сфера. Где он есть на сайте? Сайт ГРТ, там были технические проблемы. Но там нет отчета. Да.
Я Мало того, что знаю, сайт периодически, там нет отчета, и отчетов нет за многие, ну вот как это? Вот последний отчет, допустим, мне как зрителю интересно, 12 миллионов бюджет компании, которая своего контента производит очень мало, больше ретранслирует сторонний контент. И даже если мы, допустим, живем в Гагаузии, и нам, зрителям, показывают какие-то сериалы турецкие, и те почему-то дают с русской озвучкой. То есть здесь несколько вопросов. Во-первых, почему не производят свой собственный контент на такое большое, имея такие большие финансы? Это первое. И второе. Даже если вот эти фильмы турецкие уже предлагают нашему зрителю, зачем гагаузам смотреть с русской озвучкой эти фильмы? Да, вот сейчас я послушал и понял, что проблема чуть-чуть глубже. Одна из проблем. Претензий очень много к наблюдательному совету. И от того, что я был во многих созывах, и вот сейчас у меня пришла мысль, мы приходим, вот 9 человек, 9 членов наблюдательного совета. Вот мы пришли, закончился срок, мы пришли, люди со стороны, там же все приходят, там гражданское общество, там нету профессионалов, там телевизионщиков. Да, мы приходим все, просто сели, нам вот так много документов, мы пока начинаем вникать, а что это такое, куда, как, мы только начинаем что-то, подождите секундочку, заканчиваются наши полномочия, приходит новый состав наблюдательного совета, и опять нету преемственности. Может, надо это было... бывает везде. Это бывает и с депутатским корпусом. Есть закон, и люди обязаны работать, если они туда пошли работать. Мне кажется, что первое, с чего должны начать, это изучить, какие полномочия есть у наблюдательного совета. Да, знаете, в чем еще бывает проблема? Мы как бы разговариваем там с коллегами. Мы сейчас не говорим даже когда избирается. И многие члены наблюдательного совета, которые уже туда попадают, они не до конца понимают даже, куда идут. И для чего туда идут? Денис, это уже очень хорошо понимают, для чего идут. Потому что иногда идут не для того, чтобы выполнять свои прямые функции, а идут для того, чтобы выполнять чью-то миссию, чью-то роль, которая для них там заготовлена. То есть защищать то положение, которое есть сегодня на ГРТ. Денис, тут очень коротко, если можно. А почему ретрансляция чужих передач стала занимать очень такое, я не знаю, большое эфирное время на канале ГРТ? Вы сказали, что, как я подтвержу, я уже не член наблюдательного совета. Я спрашивал, я поднимал этот вопрос. Да. Изнутри, что ты знаешь? Это? Сказали, что так хорошо. Так, а почему общественное телевидение? В общественности очень много обсуждалось это в социальных сетях. Общественное телевидение ГРТ не имеет своих журналистов, поэтому наняли журналистов из Кишинева, которые, сидя в Кишиневе, делают передачи для ГРТ. Нет здесь журналистов, которые могут говорить о проблемах Гагаузии? Да, там, как нам объясняли, как из того, что я помню, для чего взяли журналистов с Кишинева, чтобы поднять уровень процента на румынском языке. Но они делают на русском одна передача, не на гагаузском. То есть ты сам подтверждаешь, ты сам подтверждаешь, что есть проблема с тем, что 75% не выполняется на гагаузском языке, однако закупаем таки на бюджетные деньги гагаузских налогоплательщиков, закупаем работу журналиста, который в Кишиневе делает передачу на русском языке. Сколько логики в этом? Нету. И что делать с этим отсутствием логики по транжированию бюджетных средств, прикрываясь тем, что это гагаузское радио и телевидение? Ну вот видите, опять прикрываем. Мы опять возвращаемся к истокам, к языку, с чего мы начинали. Мы все делаем, очень много, делаем ради галочки. У нас типа гагаузское телевидение, но мы 25%, наверное, вещаем на гагаузском, остальное... Нет, больше 25, вещает. Чуть больше вещает, но не соблюдаем. Но мы вещаем на русском, но не основа должен быть гагаузский язык. Так наблюдательный совет не смог потребовать это. Ты же был членом наблюдательного совета. Екатерина Федоровна, мы требовали, и мы знаем, и мы даже писали в Народное собрание о просьбе там что-то изменить закон, потому что получается согласно изменить, чтобы уменьшить? Нет, послушайте, согласно гагаузскому закону 75% должно быть на гагаузском языке, да. Согласно молдавскому 25. Закону 25% в румынском. Соответственно, мы ущемляем русскоговорящих тоже.
Ну, хорошо, если вы это обнаружили, надо было это делать. Мы давали запросы в Народное собрание, но так не было никакого ответа, и ни к чему мы не пришли до сих пор. Можно еще один вопрос по поводу ГРТ, и, может быть, потом мы округлимся. Допустим, говорят о том, что кроме того, что нет плюрализма мнений, кроме того, что не выполняется вот это положение о 75% контента на гагаузском языке, так еще и цензура существует на ГРТ. В чем это выражается? Ну, мы помним конфликт, который был с журналистом, который Оксана Кихаял заявила о том, что... Мы поднимали этот вопрос на ГРТ, на заседании наблюдательного совета. Почему были эти слушания закрытыми? То есть... Нет, я не знаю, почему были закрыты. Я как приходил каждый раз, когда я прихожу в наблюдательный совет, я прошу всегда, говорю, показывайте, пожалуйста, давайте делать либо прямой эфир, либо записывайте все как есть, потом выставляйте, чтобы потом нас не обвиняли, что это там что-то скрывается и тому подобное. Некоторые члены наблюдательного совета говорили, что людям это неинтересно. Я говорю, я не думаю, что... В законе четко написано, что все заседания наблюдательного совета... Секундочку. Помимо того, что все заседания открыты, они могут ретранслироваться на ГРТ, потому что это общественный канал, и это работа общественного канала. Также сайт, который обязан вести наблюдательный совет, обязан заполнять, там тоже должна быть размещена эта информация. Есть ли заседания на сайте общественного Они были совета? сейчас, не знаю, выставляли, я просил, требовал насчет вопроса, то, что вы говорили. Но там это было транспарентность и прозрачность, было понимаете? заседание, если вы посмотрите, оно есть, в принципе, в соцсетях, это заседание. Вы слышали, что я говорил, что это нехорошо, это плохо, это неправильно, но мы... Нет, мы слышали, что ты оставался, твой голос оставался одиноким. Но наблюдательный совет это орган коллегиальный. Верно. Понимаете, сегодня было принято большинством, вынеслось решение, Денис, и дальше... Вот чтобы завершить тему общественного телевидения и радио, 12 миллионов леев, либо 10 ты тут сказал, 10 миллионов леев. Много, короче, как ни крути. Я даже, я даже вопрос не успела задать. Ты имел в виду много для жизни такого ГРТ и для работы? Немного. Я просто к тому, что я за то, чтобы мы, ГРТ, пока не начнет уходить от денег бюджетных, а зарабатывать... как ГРТ может уйти от бюджетных денег? Общественная компания, которая должна быть рупором народа, она финансируется из бюджетных средств. Другой пока формулы нет, можно ее придумать в Гагаузии, но для этого надо, чтобы наблюдательный совет что-то захотел инициировать, а Народное собрание, чтобы пересмотрело и сделало, приняло другой совершенно закон. Да, пока формула такая, какая она есть. И наблюдать общественное телевидение и радио будут получать дотации бюджета Гагаузии для того, чтобы быть рупором общественности. Ну, как, в принципе, и поднимался, и вы тоже об этом говорили, чтобы какой-то процент бюджета целенаправленно шел на... Не поднимался, а мы приняли закон. Народное собрание Гагаузии 6-го созыва приняло закон, который назывался «Закон об общественном телевидении и радио», в котором было предусмотрено совершенно другое финансирование, которое давало бы больше независимости, в первую очередь финансов. Мы его приняли, Башкан его не подписал. Этого закона нет, я же говорю, о чем вы говорили. Закона нет. Так, ничего не делал ни наблюдательный совет для того, чтобы инициировать какое-то принятие законов. Наблюдательный совет, в котором ты работал много лет, тоже ничего не делал, не инициировал. Финансирование есть такое, какое оно есть. Но если сегодня за 10 миллионов леев, включая экран ГРТ, можно увидеть только политиков провластных, либо это было провластных бывшему Башкану Влах, либо сейчас провластных нынешнему Башкану и нынешнему спикеру Народного собрания Гагаузии и его группе, то это не телевидение народное. Давайте я задам вам вопрос сейчас. Если вы бы принялся бы закон... Он принялся, Башкан не подписал. Нету, этот закон сейчас не действует. Он не введен в действие, но закон принят депутатами Народного собрания. Этот закон сейчас не действует. Если этот закон... Он не вступал в действие, не то, что сейчас не действует. Если он вступит в действие, где четко написано процент, какой-то процент... От собственных доходов Гагаузии. От собственных доходов Гагаузии идет на финансирование ГРТ. Да. Как вы думаете... Просто поразмышляем. Придет, неважно, какая-то другая власть, ГРТ будет способствовать этому? Мой ответ такой. ГРТ, это даст большую независимость ГРТ только в том случае, если наблюдательный совет изберет на должность руководителя компании поистине независимого, компетентного менеджера-руководителя,
а не того, как сейчас это сделали. Человека, который работал менеджером в компаниях Шора, стал возглавлять Гагаузское радио и телевидение, и наблюдательный совет даже не взял во внимание то, что человек должен был бы поработать в СМИ какое-то время для того, чтобы занять эту должность. Поэтому эти нарушения, нарушения закона, они начинаются вот оттуда, когда неправильно избирается руководитель ГРТ. Да. А чтоб избрать, я ничего не имею против персон, я говорю. Руководителя ГРТ должен быть избран наблюдательный совет. Так он объективный, да. беспристрастный, ни от кого не зависящий, и тогда они смогут избрать такого же руководителя. Если супруга депутата Народного собрания Гагаузии избирается в наблюдательный совет, да, избирается коллегами этого же депутата, здесь есть конфликт интересов? Как юрист? Да. Вопрос как юрист. Голосовала. Супруга депутата стала членом наблюдательного совета общественной компании. Ну почему не может быть? Вопрос просто, голосовал он за нее или нет. Если он голосовал, то я думаю, что это не очень правильно. Если он воздержался, то почему? Сегодня каждый может избираться и быть избранным. Сегодня, если у меня там жена или муж кем-то работает, мне тогда что делать? Никуда не идти, нигде не участвовать? То есть конфликта интересов нет? Почему жена депутата не может? Если бы она бы стала... Это уже не столь важно, потому что мы не знаем ответа на вопрос, 10 миллионов леев тратится разумно или неразумно. То есть я хочу, чтобы как минимум меня, как человека, которая имела отношение к этой компании в момент становления, перехода ее из государственной системы управления в статус общественного, я хочу, чтобы меня правильно поняли и те коллеги, которые там работают. То, что это единственная СМИ, которая на территории Гагаузии говорит на гагаузском языке, это благо, которое пока никем не заменено. Нет ни одной другой организации, которая работала на гагаузском языке. Сегодня единственное место, где звучит гагаузский язык каждый день. Другое дело, что мы говорим не просто о гагаузском языке, мы говорим о плюрализме мнений, мы говорим о рупоре народа, а не о рупоре каких-то политиков. Мы говорим о журналистах, которые компетентно исполняют свои обязанности, а не лоббируют интересы отдельно взятого политика прямо сейчас здесь в эфире. И мы это видим на ГРТ. То есть вот с этими всеми вопросами надо как-то разбираться, потому что ГРТ – это общественное телевидение и радио, где интересы народа превыше любого политического влияния, любой политической силы. Такого телевидения и радио, мне кажется, это мое мнение, у нас сегодня нет. Да, но проблема, оказывается, вот мы сейчас с вами рассуждаем, проблема не в законе, а проблема в людях, кого мы назначаем, кто туда приходит, для каких интересов. Так вот вы же назначали. Да, но и нас кто-то назначал, правильно. Я скажу за себя, я не голосовал за этого человека, я не голосовал. Понимаете? То, что я мог сделать, я как член. Но мне видится одна проблема, в чем она самая главная, и она касается, я тут выражу свое мнение, она касается не только этой проблемы, Денис, которую мы сейчас обсуждаем с ГРТ, это касается, вот проблема, которую я сейчас назову, в чем проблема. Мы, люди, представители гражданского общества, мы не умеем и не хотим требовать от политиков, от избранных нами лиц. Вот когда мы научимся требовать, чтобы они выполняли законы и действия, то тогда не будет вот этой отсылки. Депутаты не тех членов избрали, члены наблюдательного совета не того руководства, не то избрали ГРТ, а руководство ГРТ не тех редакторов назначило. Вот всего этого не будет, если бы в Гагаузии люди требовали бы, чтобы не надо это делать телевидением. Кстати, были такие, по-моему, в прямом эфире даже радио, мы как-то с тобой говорили об этом, были претензии радиослушателей, что почему же вы приглашаете только одних и тех же лиц к себе в студию, и если об этом говорят радиослушатели, если выключают радиослушателя в момент, когда он задает вопрос, если вырезают из передачи какого-то там политика, это было не сейчас, а при другой власти, помните, было такое, я сейчас говорю об Игоре Додоне, которого там не додали в эфир, была такая история, да? То есть это же говорит о том, что что-то нарушено изнутри, а изнутри нарушенное, чтобы не оставить место для каких-то таких политических давлений на ГРТ, надо, чтобы требовали люди. Чтобы в эфире ГРТ было все. Потому что это наши деньги, это деньги вот смотрите, это наши деньги. Давайте это наши с вами деньги. Но
сегодня, когда был объявлен конкурс на должность директора ГРТ, было 3 кандидата, по-моему. Один Добров и один Василий и еще одна какая-то женщина, она не пошла под критерий. 2 из этих человек, Василий, как вы говорите, он где-то в Кишиневе там работал. Вы говорите о нынешнем действующем руководителе. Да, Василий Васильевич. Он, как вы говорите, откуда-то приехал с Кишинева, у Шора работал. Вторая женщина... Не я говорю, об этом говорит его биография. Да. Вторая женщина была, по-моему, адвокатом, но тоже не отсюда. Где-то она какие-то корни имеет. И один Добров. Теперь у меня вопрос к нам всем. Нас всех интересует 10-12 миллионов. Мы переживаем за них, что они очень целесообразно используются, как мы все говорим. У нас... Мы все талантливые, креативные, но никто не хочет туда прийти. Почему тогда только вот 3 человека подали на эту должность? Неужели у нас нету компетентных людей, которые могут прийти и что-то там исправить? Я не знаю, какой ответ на этот вопрос. Дали бы разные люди, наверное, дали бы разные ответы. Мой ответ на этот вопрос был бы такой. Тогда, когда человек понимает, что это такое сегодня ГРТ, сколько там всего непрозрачного и неверного, начиная от деятельности наблюдательного совета и деятельности руководства, которое не выполняет некоторые статьи закона. Я сейчас не говорю о том, что в ГРТ абсолютно весь издательский комплекс ГРТ — это не то, что нужно гагаузской автономии. Безусловно, мы не говорим о передачах, которые языку посвящены, может быть, я не так сейчас мониторизирую это ГРТ, посвящены языку, посвящены, я не знаю, там, представителям культуры или каким-то событиям. Прямые трансляции ГРТ никто не обсуждает, потому что прямая трансляция, она прямая трансляция. Есть события, и они обязаны делать эту трансляцию. Но мы говорим о том, как на ГРТ обсуждаются те вопросы и проблемы, которые важны для лучшего устройства жизни в нашем обществе. А здесь нужны дискуссии. А дискуссий нет. Чаще всего видно, либо все 3 человека, 3 гостя представляют одну позицию, либо только один гость односторонне представляет свою позицию. Вот нет вот этого. Но я к тому, что это основное требование. Никто не хочет, мы все, многие там возмущаются, что-то там, ну придите, идите, и вот есть возможность, опять же даже для молодежи, вы хотите что-то изменить, вот вам работа, приходите туда, предлагайте. А здесь, Денис, там не очень честно, не очень прозрачно, там надо много работы, потому что сегодня... А ты полагаешь, что после этого руководство, когда-то закончится срок и ныне действующего руководства гагаузской автономии? Ты думаешь, что будет большой список кандидатов в башканы? Нет, Когда осознаешь, что это было и как. То есть, понимаете, дело в том, что организованность работы любого органа зависит от того, насколько исполняется закон, который регламентирует деятельность этой структуры, и насколько компетентные люди руководят, как мне кажется, той или иной структурой. Так я говорю о том, чтобы мы должны критиковать власть, мы должны давать советы, но я хочу, чтобы мы были более... Активными. Да, люди все были более активны и приходили и говорили. А здесь получается... И выдвигали себя на эти должности, брали за дело. Там сколько было, столько надо разгребать. И вот сейчас буквально за Анастасова, я был как раз в наблюдательном совете, избрали Анастасова. Анастасова какого? Вадима Валерьевича. Директором ГРТ. Да. Там их столько было. И нет, это сейчас, получается, до Василия Васильевича был. И каждому из них, и каждому из них я сказал, друзья мои, что вы понимали, когда всем кандидатам, кто приходил, я говорю, что вы понимали, если вы хотите занять эту должность, вы должны прийти сюда и как минимум год здесь дневать и ночевать, если вы хотите что-то исправить и что-то изменить. И сегодня мы должны все, а нам же в общем, там же это же надо работать, понимаете? И мы все вот так, а куда тратиться? Посмотрите в соцсети, а почему там сделали вон то, почему не сделали вот это? Так конкретно предложи или приди, скажи, я хочу делать. Есть там даже в управлении объявления, там конкурс, занять такую-то должность, занять. То есть ты считаешь, что нет активности людей, способных взять на себя такую ответственность, браться за такие должности? Ответственность никто не хочет брать, понимаете? Мы все хотим жить в хорошей стране, мы все хотим жить в хорошей автономии,
Но я не вижу, что кто-то пришел и сказал, давайте, ну как бы там мы ждем, кто-то придет и за нас сделает. Никто за нас ничего не сделает, пока мы сами не встанем и не будем делать. Я привожу всегда пример. Мы почему-то вот едем в Европу, нам всем нравится, как там чистые улицы, чистые там все. Я вижу, наши люди, он открывает конфеточку, он съел конфетку, он не выкидывает, он ищет урну, он кидает в урну туда. Но приезжая сюда, он съел конфетку, выкинул вот так и пошел дальше. О чем говорит этот пример? О чем? Я вам рассказал пример. Я не знаю, что происходит с нашими людьми. И я сегодня говорю, быстренько сейчас еще, там снегопады у нас. И мы все, выпадает снегопад, там, вот бывает же у нас там, и в мире выпадает, и все службы экстренно не успевают, не справляются. И мы начинаем кричать, там, исполком не успел очистить управление строительства дороги, примар не успел очистить, нам некуда. Но вы понимаете, что это экстренная ситуация, это снегопад. Надо всем взять лопаты и выйти на улицу. Я говорю, каждый бы, если перед своим домом просто вот почистил вот там сколько, 10 метров твоего забора, каждый, если бы это сделал, то Примария или бы управление строительства почистило бы всю Гагаузию намного быстрее. Денис, а как провоцировать людей на такое? Я согласна, солидарна, что только это может спасти нас как общество, потому что невозможно бесконечно быть недовольными всем, что есть и чего нет в этой стране. Надо просто засучить рукава и что-то делать. Я не помню, кто был из наших гостей в студии, сказал, мы говорили об Европейском Союзе, об евроинтеграции вообще, и он сказал, что даже если господин Пестренчук сказал, даже если мы когда-то окажемся в Европейском Союзе, мы должны работать. За нас никто ничего не сделает. Ничего Европейский Союз и ни одна из стран ЕС для нас что-то не сделает. Да, нам дают деньги для того, чтобы мы развили какие-то сферы своей жизни, но мы должны работать. Так вот, как провоцировать людей на то, как мотивировать, провоцировать, не знаю, какое слово здесь больше подходит. Должны... Чтобы мы хотели в своей стране что-то делать, засучив рукава. Наша проблема в том, что многие этого даже многие не понимают. Я хотел сейчас вначале, у меня мысль была говорить об этом и рассказывать, там политики должны это делать, там общественники, патриоты, но чтобы это рассказывать, мы должны, политики, общественники, патриоты должны это осознать. У нас вот здесь еще проблема. Что делать? Вот здесь проблема. Что делать с этой проблемой? Ты приложил к виску палец и спрашиваешь, что делать? Я сам думаю, что делать. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну как мы можем что-то менять, как может политик там, если он сам не понимает, что мы должны, мы говорим, мы окажемся в Европе, мы не окажемся, в Молдову не возьмут Гагаузию, не отвезут куда-то в Европу, мы останемся здесь жить в наших домах, на нашей земле, и мы хотим жить лучше, мы же все хотим евроремонт, правильно? Мы же не говорим, я хочу поехать туда жить. Мы затянули, но все же один вопрос, да. Коли об евроремонте уже Денис заговорил. А как ты относишься к тому, что в Гагаузии очень много европейских грантовых программ было за последние годы внедрено, проектов, не программ, проектов внедрено, но жители автономии все же не видят нашу страну в ЕС? Буквально в этом году на 26 миллионов «Европейское село-2». Это проект, который в этом году стал реализовываться. Гагаузия получает 26 миллионов на развитие. Наш регион специфический. Я думаю, что власти, когда нам надо говорить, нашим людям надо говорить, вот, это пришло с Европы, это пришло с Турции. Прямо говорить об этом громко, не так повесить там где-то плакатик. Потому что когда и что это дало бы, если бы говорили? Ну, чтобы люди понимали откуда. Я сегодня, когда говорю... Но люди понимают, знают, но не хотят в ЕС. Они не понимают. Потому что если бы они понимали, зато когда дают просто один стаканчик с какого-то другого государства, мы празднуем, что стаканчик столько не стоит, сколько мы потратили на празднование этого стаканчика. А как так происходит вообще? Ну, здесь, я думаю, что здесь упущение и молдавских властей, и европейских властей. Потому что я сегодня, когда говорю, ну, кто-то говорит, я против Европы, я говорю, все садики практически, все школы отремонтированы на деньги Евросоюза, утеплены, там, крыши, я не беру уже внутри. Да не может быть такого. Я говорю, как не может? Ну, значит, получится. Ну, тебя как гражданина расстроили или порадовали результаты выборов последних?
Гагаузии или Молдовы? Ну, мы говорим про Молдову. Про Молдову. Меня порадовали, в принципе, я писал пост в Фейсбуке на эту тему. Меня больше порадовало итоги референдума, что он состоялся, он прошел, и большинство ответили с да. С небольшим отрывом. Между ответами да и нет, да. но все же Главное, да. Большинство было да. И знаете почему? Я отвечу почему. Потому что сегодня, когда у нас какие-то выборы приходят, парламентские, президентские, нашим людям что рассказывают? Кто-то приходит, один кандидат говорит, я пророссийский, другой говорит, я проевропейский. Все. И мы выбираем либо эту сторону, либо эту сторону. Политическую направленность. Да. Сейчас благодаря этому референдуму все мы определились. Но вы считаете, что уже этих раскачиваний качелей не будет? Сейчас еще, я думаю, парламентские выборы, вот что-то там будет какие-то, чуть-чуть, но это переходный, вот этот период сейчас будет чуть переходный. Но следующие выборы, вот сейчас кто мне придет человек и скажет, я там за пророссийский вектор, или другая скажет, я проевропейский, я скажу, я как избиратель скажу, подождите, стоп, мы уже определились с этим. Теперь рассказывайте, какие проекты будете делать. Мы осложнили жизнь этим референдумом, осложнили жизнь нашим политикам очень серьезно, потому что им не получится рассказывать просто вот так, а нужно будет говорить, да, я сделаю вон там, я сделаю вон там. Наш народ готов слушать программу саму? Я надеюсь, мы всегда слушаем. Мне понравилась формулировка. Мы этим самым этим референдумом осложнили жизнь политикам. Ну, потому что им нужно будет говорить о конкретных вещах, которые они захотят делать. Как раз хочется, чтобы однажды жизнь и политиков осложнилась, тех, которые дают обещания, а потом не знают, как эти обещания, в общем-то, выдержать, сдержать, и как сделать то, что наобещали в 3 короба. Спасибо, Денис. Да. За то, что был с нами. Ну, а нашим зрителям, которые следили за нашей дискуссией, мы говорим, что Денис Пынтия был сегодня в студии. Мы, Екатерина Жекова и Елена Карамид, говорим до встречи. Денис, что ты забыл сказать? Да, я хочу призвать ваших телезрителей. Любите страну, любите Молдову, любите Гагаузию, будьте патриотами, вставайте и что-то здесь меняйте, если мы хотим что-то здесь изменить. Я призываю и обращаюсь ко всем жителям вообще Республики Молдова. Давайте станем патриотами своей страны и своего края. Без этого мы никуда. Мне кажется, спасибо, Денис. Мне кажется, это лучшее завершение этой дискуссии, которая есть, потому что люди, если будут думать так, как нам предлагает Денис, то тогда у этой страны есть будущее, а значит и единомышленников может быть больше, потому что, засучив рукава, работать на благо страны, мы думаем, что хочет большое число людей, но пусть нас будет еще больше. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.